Со дня основания газеты «Ингушетия» сегодня исполняется 32 года. Главный печатный источник Ингушетии в своих публикациях освещает общественную жизнь региона. В арсенале редакции больше 20 рубрик. Задача коллектива – охватить абсолютно все, и она до сих пор остается неизменной. В основном редакция пишет об экономике, образовании, о достижениях медицины, но стараемся сохранять то, что делает нас ингушами. Это семейные ценности, уважение к старшим и, конечно, что я всегда отмечаю, это вера в молодое поколение. Журналистская работа – это ответственный и значимый труд. Сотрудники печати отражают хронику текущих событий и делают аналитические обзоры. Мадина Аздоева в газете «Ингушетия» уже 13 лет. Она освещает события, происходящие в Джейрасском районе. Без любимой профессии уже не представляет свою жизнь. Работать в СМИ начала в далеком 1974 году, когда устроилась в газету «Пионерская правда». Она очень интересная, увлекательная. Тем не менее, она очень ответственная, потому что мы как бы говорим за весь народ и печатаем свои статьи, несмотря на то, что нас не видят. Вот мы как бы газетные журналисты, мы где-то находимся в тени, может быть, но и постоянно держим свой народ, ингушский народ и всех людей, все население в курсе событий, которые происходят у нас в республике. Это, естественно, и социальный сектор, и культурный сектор, и сельскохозяйственный, и политика. Ну, все входит, значит, в объем нашей работы. Тем более, что у нас газета республиканского значения. Она охватывает все сферы производства, жизнедеятельности людей. На сегодняшний день конкуренцию печатной прессе составляют телевидение и интернет, но газета по-прежнему остается важным источником информации. Рабия Цалоева – один из самых юных корреспондентов газеты «Ингушетия». Закончила факультет журналистики Кабардино-Балкарском государственном университете. Наши старшие коллеги очень сильно нам помогают с самого начала. Наш главный редактор дает нам возможность реализоваться, скажем, во всех сферах журналистики. У Рашида Руслановича нет такого, что он боится куда-то нас отправлять, неопытные, там еще что-то. С самого начала мы сразу из огня до полыми были, это огромный плюс, мне кажется. Он не боялся давать нам задания, и благодаря этому мы, скажем, растем как журналисты, как представители СМИ. Нынешний главный редактор – ровесник газеты. Рашид Хамхоев родился 23 апреля, за день до выхода газеты. Он отмечает, что порой скучает по временам, когда работал корреспондентом. Тогда в его задачи входило лишь написание текста и сбор информации. Сейчас же на нем большая ответственность. В его подчинении целый штат сотрудников. Кстати, в этом году в газете планируются небольшие изменения. В текущем году мы запускаем новое интернет-издание, это Ангуш Онлайн, и, так сказать, его дочерний продукт Ангуш ТВ. Ангуш ТВ – это будет подкаст-студия для молодежи, где, я считаю, такие истории будут звучать немного в новом формате. А Ангуш Онлайн – это будет некий гид по культуре нашей республики, и параллельно будет как новостное издание освещать текущие события в нашей республике. 32 года – это сотни статей, тысячи строк и столько же бессонных ночей. Роль газеты в развитии общества была велика во все времена. Каждый работник СМИ несет читателям необходимую и востребованную информацию, которая позволяет ориентироваться в современных условиях. Можно относиться к печатной прессе по-разному, но она является выразителем общественных настроений, связующим звеном между населением и властью. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24.